В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Пшара. Здравствуйте. Форум сдвинул с мертвой точки экономическое взаимодействие России и Абхазии. Эксперты дали оценку абхазо-российскому форуму. Вопросы развития сотрудничества. Краснодарские предприятия на абхазском рынке. Сельчане будут обеспечены электроэнергией. В селе Адзюбжа установили новую подстанцию. Об этих и других событиях в нашем выпуске. Подведены итоги работы 7-го Абхазо-Российского делового форума. В пресс-центре «Спутник Абхазии» эксперты, самодераторы мероприятия, председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Сергеев, генеральный директор института Евразес Владимир Лепехин и торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барцыц проинформировали представителей СМИ о достигнутых результатах и о планах. Сима Аргун расскажет подробности. Анализируя прошедшее деловое мероприятие, генеральный директор института Евразес Владимир Лепехин обозначил ряд важных факторов взаимодействия России и Абхазии. По мнению эксперта, форум стал основой для разработки концепции механизмов привлечения инвестиций со стороны иностранных государств в том числе и реализации совместных бизнес-проектов. Участники форума имели возможность открыто проговорить все вопросы. Деловой климат в Абхазии определяется прочной нормативно-правовой базой и минимизацией рисков для потенциальных инвесторов, говорит Владимир Лепехин. Одной из основных проблем, мешающих развитию притока инвестиций в нашу страну, эксперты называли безопасность и открытость работы бизнеса и госструктур Абхазии. Прозвучало вот такое мнение, что ключевым фактором, который сейчас препятствует входу в Абхазию инвесторов, это безопасность. То есть как бы нет информации, нет гарантий того, что бизнес, который войдет в республику, да, он будет поддержан государством, он будет стабилен и так далее. Ну, потому что нет нормативной базы соответствующей, не работает судебная система в том смысле, чтобы смогла профессионально решать какие-то проблемы, которые возникают вот у того бизнеса, который входит в республику. И вот именно в этом плане звучало ряд предложений. По словам Лепехина, в этом вопросе Южная Осетия оказалась более мобильной. За короткий срок юго-осетины сумели определиться со своими возможностями и ресурсами и сформировать благоприятный деловой климат в стране. Председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Сергеев обратил внимание на то, что 7-й форум несет в себе практические результаты. В рамках данного мероприятия мы перешли от рекомендательной формы к чисто деловой, отметил Сергеев. По мнению эксперта, подписанные соглашения дают возможность крупным российским компаниям войти на абхазский рынок. Было подписано 2 очень важных соглашения, причем с крупными бизнес-структурами, одна из которых группа компаний «Славянский мир», которая занимается строительством, производством, продажей строительных и отделочных материалов. Это крупнейшая компания, которая существует в этом сегменте бизнеса. И вторая очень важная составляющая – это соглашение с ЭТМ Групп, которая занимается утилизацией отходов по самым современным и высоким стандартам. Развивать туризм без строительства очень сложно. А, соответственно, там, где туризм, там появляется и проблема отходов, и содержание территории, и все связанные, сопряженные с этим вещи. Участники форума сошлись во мнении, что основной сегмент развития экономики, помимо крупного бизнеса, составляет малый и средний. И форум доказал, что Абхазия осознала этот фактор и сделала определенные выводы. Абхазия – крупная площадка с большим плацдармом развития туристической отрасли. Но это несет в себе определенные проблемы, говорят специалисты. Тут важно определить механизм привлечения средств. По мнению экспертов, это сделать стало намного проще. В первую очередь необходимо четко определить план и прописать гарантии инвестора. Торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц, среди прочих обсуждаемых на форуме проектов, отметил важность создания торгового дома Абхазии в Москве. Работа над проектом длится порядка 2 месяцев. Это даст возможность абхазским предпринимателям реализовать свою продукцию на территории соседнего государства без рисков. Торговый дом станет площадкой для хранения, транспортировки и сбыта продукции, уверен Олег Барцыц. Задача стоит одна – консолидировать эту продукцию, консолидировать ее в одном месте и использовать вот это место как такую площадку для распространения всего спектра продукции. Это не только сельскохозяйственная продукция будет. Если мы сможем предложить еще что-то российскому покупателю, российскому потребителю, значит, она обязательно будет представлена в этом торговом доме. Подводя итоги форума, эксперты и модераторы мероприятия отметили его значимость и важность, а также взаимный интерес России и Абхазии в деле расширения сотрудничества. Сима Аргун, Беслан Джанджулия, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
В преддверии зимы абхазские энергетики по мере возможности пытаются решать вопросы энергоснабжения населения страны. Сегодня в рамках российского инвестиционного плана в селе Дзюбжа Чимчирского района сотрудники Черноморэнерго установили новую подстанцию. Теперь жители окрестных сел будут бесперебойно обеспечиваться электроэнергией. Подстанция в селе Адзюбжа частично питает электричеством села Атара, Кындык, Дача, Тамщ. До сегодняшнего дня сельчане получали электроэнергию от старого трансформатора. Но в связи с тем, что проводка устарела, случались частые перебои со светом. Именно поэтому здесь было решено установить новый трансформатор. Это даст возможность бесперебойно поставлять электричество в дома. Более того, по словам специалистов, в разы улучшится качество электроэнергии. Все старое оборудование было заменено на новое. Техника, привезенная из Тольятти, соответствует высоким стандартам качества. Теперь у работников подстанции появится возможность выявить поломки или неполадки на линии, не выходя из кабины. Все новое оборудование, внутри ячейки, распределительные, вся автоматика, релейная защита, все новое. Если, допустим, что-то с трансформатором бывает или на ремонт, приходилось обеспечивать людей, сейчас появляется возможность включить один, переходить на другой, или оба будет наполовину загружены. За процессом установки трансформатора наблюдают поставщики. В случае, если трансформатор выйдет из строя до завершения гарантийного срока, производители будут обязаны бесплатно устранить все неполадки. Необходимо отметить, что в этом году специалисты компании Черноморэнерго уже провели большую работу. Были заменены провода и построены новые подстанции в Гагарском и Чимчирском районах. Установкой новой подстанции в селе Адзюбжа завершается часть работ в этом году. Но абхазские энергетики дальше будут делать все от них зависящее для бесперебойного обеспечения электроэнергией населения. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Вопросы развития сотрудничества обсуждались сегодня в Торгово-промышленной палате Абхазии, где по инициативе Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края состоялась встреча с делегациями компаний-экспортеров Кубани. Налакова расскажет подробности встречи. В ноябре прошлого года ТПП Абхазии подписала соглашение о сотрудничестве с Центром координации поддержки экспорта Краснодарского края. В рамках этого соглашения проводятся регулярные встречи с привлечением предпринимательских кругов обеих сторон. Цель соглашения – установление и расширение партнерских отношений с представителями деловых кругов Абхазии и продвижение кубанской продукции на местный рынок. Краснодарский край – это один из регионов Российской Федерации, с которым у нас уже налажено сотрудничество, то есть действуют те договоренности, соглашения, которые были подписаны ранее. Мы считаем, что подобные встречи должны проводиться ежегодно, регулярно, поскольку это возможность для Республики Абхазия экспортировать свою продукцию. Сегодня в Абхазии импорт превалирует над экспортом, поэтому подобные соглашения – это прекрасная возможность для развития торгово-промышленной отрасли страны в совершенно разных направлениях путем налаживания новых контактов и расширения торгово-экономических связей. Результатом совместной работы ТПП Абхазии и ЦКП Краснодарского края стало подписание еще в прошлом году договора на поставку бытовой техники в нашу республику. Наша работа нацелена на поддержку экспортеров нашего региона, на вывод их на новые рынки, развитие экспорта Краснодарского края. Мы приезжаем в Абхазию уже не первый раз, и цель нашей очередной поездки – это установление партнерских отношений, сотрудничество с компаниями Абхазии. Это и экспорт краснодарской продукции в Абхазию, и закупки какой-то абхазской продукции, которую можно поставлять в Краснодарский край. Во время встречи состоялась презентация каталога экспортеров с информацией о 300 ведущих компаниях Краснодарского края с подробным описанием продукции, контактами и географией продаж. Все эти компании открыты к сотрудничеству с абхазскими коллегами на взаимовыгодных условиях. В основном это продовольственные продукты, химическая и деревообрабатывающая промышленность и другие несырьевые направления. Руководители различных компаний, чья продукция не представлена на рынке Абхазии, выступили с презентациями своей продукции. Мы производим печенье, зефир, мармелады и много-много разного сладкого. Значит, мы поставляем продукцию в Казахстан, Киргизию, в Армению, в Грузию. Значит, наша продукция является высококачественным продуктом.
Краснодарский край, поскольку он является приграничным, один из самых наиболее тесно связанных с Абхазией российских регионов. Статистика говорит о том, что если в 2008 году товарооборот между Абхазией и Краснодарским краем составлял порядка 10 миллионов долларов, то к 2014 году он вырос до 80 миллионов, то есть практически в 8 раз. Такая динамика развития торгово-экономических связей с соседствующим регионом не может не радовать. На Алакове Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Вопросы сотрудничества между оборонными ведомствами Абхазии и Приднестровья обсуждались сегодня на встрече в Министерстве обороны Республики Абхазия. Министр обороны Мираб Кишмария встретился с полномочным представителем Абхазии в Приднестровской Молдавской Республике Александром Ватаманом. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны. Во встрече приняли участие глава официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба и заместители министра обороны. В ходе встречи Мираб Кишмария наградил Александра Ватамана медалью Министерства обороны за поддержание мира в Абхазии. Уникальная возможность окунуться в атмосферу горной Абхазии представилась детям из Ачимчирского лицея-интерната. Красивейшие пейзажи, специальное снаряжение и удивительный рассказ о завораживающем мире абхазских гор ждали ребят в складе драмтеатра, где в эти дни проходит выставка «Страна тайного духа природы». Детей увлекало все – от горнолыжных ботинок, снегоступов до раций, навигаторов и лыж. Им хотелось узнать больше о местах, где они еще никогда не были, но мечтают об этом. Нисфа Аршба продолжит тему. Стал очевидцем чуда, да? То есть начался закат, и я растерялся, я просто не знал, в какую сторону снимать. Настолько все было красиво. Вот. И у меня получилась эта фотография, я ей очень дорожу. И таких у меня за 5 лет единицы. Но с другой стороны, есть фотографии, которые, может быть, не несут в себе художественную ценность, но они крайне важны для меня. Для того, чтобы сделать некоторые из них, приходилось рисковать здоровьем, жизнью. Но, я, собственно говоря, и не жалею об этом. Таких художественных фотографий в арсенале участников проекта «Горная Абхазия» сотни. У каждой из них своя история, свой путь, о котором Тенгиз Тарба и хотел рассказать ребятам. Сегодняшнее общение не только о красотах, которые таят в себе абхазские горы. Это больше рассказ о предках, которые любили горы, чтили традиции и не нарушали табу. Не просто расскажем об этой экипировке, а напомним им, что и сотни лет назад у абхазов было это все. То есть у нас были и кошки, и снегоступы, лыжи, лавинные лопаты. Это все мы имели. И абхазы считались одними из лучших в горах. Да? Вот на Кавказе абхазы были признанными такими специалистами по горным походам. Что зимним, то что летним. Рассказчика слушали, затаив дыхание, хотя у детей накопилось немало вопросов. Но когда Тенгиз Тарба стал показывать экипировку и множество приспособлений, сдержать любопытство им не удалось. Ребятам было важно потрогать каждый предмет, примерить его на себя, позируя перед фото и видеокамерами. А что тебе больше понравилось? Лыжи понравились. Почему именно лыжи? Потому что на них удобно кататься. Мне нравится. Фильм о проекте, который в этом году отмечает свой 5-летний юбилей, ребята просмотрели очень внимательно. И дело тут вовсе не в дисциплине. Им было настолько интересно увидеть урочище Агура, долину Грыбза, горный массив Арбаику, озеро Анаан, что тут было не до разговоров. Приезд учеников Ачимчирского лицея-интерната из числа многодетных семей в гости к проекту «Горная Абхазия» не был бы возможен без благотворительной общественной организации «Киарас». Сегодняшних впечатлений им хватит надолго. И, возможно, среди этих ребятишек есть те, для кого в будущем горы станут родным домом. Это очень важно для детей, поскольку многие, не то что многие, никто из них не видел лично Тенгиза Тарба, да, они все, может быть, по телевизору видели, где-то вот могли в интернете посмотреть, услышать, но прийти, увидеть, прикоснуться ко всему тому, что делает Тенгиз Тарба, это не только для них, это для многих очень важно, очень значимо. И мы, конечно, хотели бы поблагодарить и компанию «Аквафон», Тенгиза Тарба, которую предоставили такую возможность. Красоты абхазских гор могли бы так и остаться малоизученными и малодоступными, если бы не компания «Аквафон». Первый оператор мобильной связи Абхазии не только поддерживает этот яркий и важный проект, но и дает возможность всем желающим познакомиться с ним поближе.
Мы думаем, что детям понравилось. Тенгу прекрасно провел экскурсию. Дети узнали много нового. Самое главное, что они услышали о том, как нужно вести себя в Абхазских горах, что есть определенные табу, что можно, что нельзя. Вот это все они сегодня впитали. Мы очень рады, что это состоялось. Будем стараться продолжать эту традицию, потому что у проекта «Горная Абхазия» очень много наработанного материала. Вот сегодня мы поделились частичкой, будем двигаться дальше в том же направлении. 5-летний рубеж пройден, но, как утверждают руководители проекта «Горная Абхазия», это лишь начало. Приключения еще будут. Впереди много планов. Главная цель – открыть горы Абхазии заново, чтобы каждый житель нашей республики в любое время года чувствовал себя там уютно и комфортно. Низ Фаршба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. К своему 10-летнему юбилею компания Mobile запустила розыгрыш лотереи «10 лет. Все по-честному». Об условиях конкурса и о том, как стать участником акции, расскажет Рената Шакая. До 21 ноября будут определены все участники лотереи. В каждом офисе Mobile установлены специальные урны, куда можно опустить свой лотерейный билет. За прошедшую неделю уже более 2000 человек единовременно стали участниками лотереи, пополнив свой баланс на 500 рублей. Чаще всего нам задают два вопроса. Как купить билет и что делать, если ты не являешься абонентом Mobile? Что касается первого вопроса, то в действительности вы не покупаете билет. Билет предоставляется вам при пополнении счета на сумму от 500 рублей. Таким образом, эта сумма полностью попадает на ваш счет, то есть вы платите за услугу связи. Что касается второго вопроса, то здесь все аналогично. Для тех, кто хочет поучаствовать в лотерее, но при этом не является абонентом Mobile, мы предлагаем подключиться к нашей сети, то есть приобрести сим-карту Mobile, пополнить счет на 500 рублей и лотерейный билет в ваших руках, а еще у вас новый номер и качественные услуги связи. Еще хочется отметить, что на одно лицо выдается один лотерейный билет, вне зависимости от того, сколько абонентских номеров оформлено на ваше имя. Участвуйте в лотерее Mobile 10 лет, все по-честному, все и для всех. Участвуйте и убедитесь в этом сами. Чтобы стать участником акции, нужно всего лишь зайти в ближайший центр обслуживания Mobile и предъявить документ, удостоверяющий личность. После того, как оператор убедится в том, что абонент еще не является участником акции, ему будет выдан лотерейный билет. Вот сейчас оператор прикрепляет на лотерейному билету кассовый чек, который подтверждает, что я пополнила свой счет на сумму 500 рублей. Далее оператор вручную оформляет отрывную часть лотерейного билета. Там указывается имя, фамилия и отчество, мой абонентский номер и номер чека. После чего я лично стираю вот эту магнитную полосу, снимаю магнитную полосу, где будет указан номер лотерейного билета. Этот номер оператор фиксирует в электронной базе. Я являюсь обладателем, возможно, счастливого билетика. Если так произойдет, что каким-то невероятным случаем я выиграю один из призов от компании Mobile, обязуюсь передать его Ассоциации женщин-инвалидов Абхазии. Девочки, привет, болейте за меня. 22 ноября все лотерейные билеты в запечатанных урнах будут доставлены в один из сухумских офисов Mobile. Финальный этап пройдет 24 ноября, в ходе которого будут разыграны 10 суперпризов между 10 победителями первого этапа. И, конечно же, главный приз. И главный приз от компании Mobile – автомобиль Hyundai Solaris. Специально для финального этапа лотереи 25 ноября на Абхазском телевидении выйдет в эфир праздничное телевизионное шоу, где призы победителям будет вручать сам Леонид Якубович. Приехала без всего, а уехала, понимаешь, с ключами от машины. Этот автомобиль ваш! Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Сухумский водоканал сообщает, что запланированное на четверг отключение подачи питьевой воды будет произведено в пятницу. Дальнейшие отключения будут производиться по вторникам и четвергам. Напомню, что отключение подачи питьевой воды происходит из-за промывки канализационных люков на столичных улицах. Работы близятся к завершению. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 10-13 градусов. Температура морской воды плюс 16 градусов.